Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы расскажем о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о активном отдыхе. Мы поговорим о культуре и, конечно, расскажем о потрясающих открытых пространствах Якутии. Более 300 детских садов в республике реализуют программу изучения родных и иностранных языков. Об этом сообщил директор регионального института развития образования и повышения квалификации Нюргун Павлов. Он отметил, что при этом в якутских группах некоторые дисциплины дополнительного образования ведутся на русском языке. В русских группах дети обучаются разговорному якутскому. В якутских и русских группах в старших и подготовительных преподается английский язык. Также известно, что в республике работают группы дошкольного образования на языках малочисленных народов Севера, которые признаются местными официальными языками в местах проживания этих народов и используются наравне с государственными. Жители Якутии могут освоить азы наиболее востребованных профессий на бесплатной основе. Краткосрочные курсы проводит Центр опережающей профессиональной подготовки. В этом месяце Центр предлагает углубиться в изучении профессии информационной технологии. Так, студентов научат разрабатывать дизайн сайтов, создавать фирменный стиль, выполнять индивидуальные проекты. Учеба проводится в дистанционном формате, в онлайн-режиме. Общая продолжительность курса составляет 72 часа. После завершения учебы выпускнику выдается сертификат о прохождении курсов. Как мы видим, что сейчас мир очень быстро меняется, и мы знаем, что каждое событие меняет то или иное направление, поэтому мы для школьников дали тот момент, чтобы они включились в IT-направление, где они могут написать те или иные языки программирования, просмотреть какие-то именно программные обеспечения по анимации, по созданию каких-то рисунков, графических рисунков. Рассматриваем несколько программных обеспечений. И также здесь мы каждый, можно сказать, учащийся может найти свою нишу. Тем временем в Мурманской области началась вакцинация оленей от сибирской язвы. Вакцинацию проводят специалисты региональной станции по борьбе с болезнями животных. Кроме вакцинации, оленеводы проводят учет стада, считают, сколько в нем самок, самцов, телят, замеряют и фиксируют вес каждого животного, а также проводят дополнительный отбор на животный убой. Окончится вакцинация в конце марта, после чего оленеводы в тундре начнут готовиться к другому важному событию в их оленеводческом календаре – котелу. Обычно телята появляются у северных оленей в мае. А в Ленске тем временем состоялась неделя добра. Несколько раз в год волонтерское движение «Лучи Ленска» проводит мероприятия для жителей. Подробности в следующем сюжете. Помочь пенсионерам заготовить дрова, поиграть с детьми из реабилитационного центра или, например, помочь сотрудникам приюта для бездомных собак. Вот чем занимаются добровольцы, когда в городе наступает неделя добра. Ее проводят 4 раза в год. Традиционно участвуют по 30 волонтеров до 18 лет. Список людей, которым нужна помощь, берут в Совете ветеранов. В этом году Лучи Ленска обошли 4 адреса. Традиция эта зародилась еще от начала самого движения практически. Да? Мы ее переняли у наших друзей из России, взяли у другого движения, где ребята тоже себя проявляли, инициативы. Но там было 3-4 дня, а у нас появилась такая идея, что почему бы не делать неделю добра, и тем самым мы ее назвали «Неделя добра». Каждый день чему-то приурочили. Чтобы мероприятия не приелись, каждую неделю добра стараются разнообразить. Взаимодействуют с органами власти и с самими ленчанами. Например, раздают листовки о видах мошенничества. В конце недели ребята проведут игры с юными жителями на свежем воздухе. Следующая добрая неделя пройдет в августе. Юлия Золотарева, Анастасия Белокрыницкая, телеканал «Алмазный край». Поговорим и о культуре. В Якутии впервые оцифруют рукописи 5 известных аланхо. Тексты, записанные в 40-х годах прошлого века, с уст известных аланхасутов Иннокентия Теплоухова-Тимофеева, Алексея Агапова и Акима Избекова. Все материалы опубликуют на сайте Национального архива уже в этом году. Напомним, что главой Якутии Айсеном Николаевым поставлена задача по оцифровке первоисточников художественных произведений и произведений устного народного творчества для сохранения и передачи потомкам. В год культурного наследия народов России на сайте архива, кроме 5 оцифрованных аланхо, планируется разместить аланхо Платона Аюнского «Туяра Макуо», чтобы все желающие могли с ним ознакомиться.
Продолжая тему, следует сказать и о Верхневилюйском районе. Там полным ходом идет подготовка к юбилейному эссе Хуаланхо. Строятся пункты питания, трибуны, а также 20 якутских балаганов для нослегов. Сделаны они из сип-панелей. Их должны достроить до начала лета. В балаганах будут принимать гостей из других районов. Строительная частная бригада из 7 человек трудится каждый день. Все идет в соответствии с планом. Единственная проблема – это отсутствие постоянного электричества, поэтому работают с помощью переносной дизельной станции. Строится большая трибуна. Навес, наверное, будем покрывать в мае месяце, когда потеплеет. И уже мы должны быть готовы уже 20 числом июля. После проведения цеха мы должны передать вот эти балаганы желающему индивидуальному предпринимателю, чтобы он занимался, гостевой дом, чтобы праздник, если и даже как гостиница, чтобы работали. А якутские фильмы будут включены в перечень просмотра по Пушкинской карте. Соответствующие предложения Якутии рассмотрены на совещании в Департаменте кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России. На текущий момент 26 кинотеатров и кинозалов республики технически готовы к участию в федеральной программе «Пушкинская карта». В перечень якутских фильмов, рекомендованных к просмотру, вошли картины «Ортудайду», «Харамаска», «Журавли над Ильменем», «Снайпер Саха», «Тайна Чингисхана», «Тыгын-Дархан» и многие другие. Тем временем в Москве презентовали новую картину якутского режиссера Александра Лукина «Белый ангел тундры». В основе сюжета реальная история молодого врача, которая в 30-е годы прошлого века оказалась на севере и спасала людей в эпидемию. С какими трудностями столкнулась съемочная группа, узнаем из материала Максима Кардозу. На новую якутскую картину в Москве пришли посмотреть десятки наших земляков и жителей столицы. Премьера собрала как уже давних поклонников якутского кино, так и людей, которые впервые решили познакомиться с творчеством режиссера с Дальнего Востока. На самом деле, когда я разместил афишу этого фильма у себя в сторис, мне русские, мои московские друзья позвонили: да ладно, давай, мы хотим посмотреть, потому что очень редко получается посмотреть классные отечественные фильмы, а все знают, что якутское кино — это совсем другое, очень душевное, очень нынче модное и красивое. И вот я привел несколько своих друзей, хочу им показать кусочки Якутии. Премьера прошла в Центральном доме кино. Это знаковое место для всех представителей этой индустрии. Показать картину именно здесь мечтают как начинающие, так и именитые режиссеры. В принципе, держим курс «Союз кинематографистов» и, соответственно, Дом кино держит курс на региональное кино, в том числе, которое сейчас очень активно развивается, и, в частности, якутское кино, которое действительно является примером для многих регионов того, как нужно любить кино, и с каждым разом мы видим колоссальный рост профессиональный. Поэтому, конечно, когда нам предложили этот фильм, у нас не было сомнений, поэтому вот мы сразу решили его показать. Картина «Белый ангел тундры» рассказывает историю 20-летней Капитолины Облезовой, врача из Ленинграда, которая в 1937 году приехала на работу в отдаленное северное село Жилинда. И молодому специалисту пришлось столкнуться с эпидемией брюшного тифа среди оленеводов. Работа над картиной шла 4 года. Процесс для съемочной команды оказался не только долгим, но и трудным. За полярным кругом не каждая съемочная не то что техника, но и группа не выдержит, так скажем. Очень были сложные съемки, потому что снимали в самые лютые морозы в январе-феврале. Там градус доходил до минус 60. Плюс, как мы все знаем, северный народ, он такой неоседлый, они кочевые люди. Поэтому пришлось съемочной группе кочевать вместе с кочевниками и снимать фильм. Вот так вот у нас было порядка 6 больших экспедиций. В главной роли актриса Мирнинского театра Анастасия Короленко. Все остальные герои – это обычные жители Оленёкского улуса. Полноценный прокат картины запланирован на этот год. Точные даты пока уточняются. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. К другим темам на территории спортивно-развлекательного комплекса «Тихтюр» провели мероприятие, направленное на повышение дорожной безопасности многочисленных отдыхающих и местных жителей. Автоинспекторы и студенты-активисты Покровского колледжа предложили отдыхающим оставить свои обращения и рисунки на тему правил дорожного движения на заснеженной поляне.
При помощи баллончиков с краской в цветах светофора люди нанесли лозунги и пожелания. Смогли также изобразить светофоры и другие картины. Также инспекторы пропаганды безопасности дорожного движения напомнили гостям комплекса о соблюдении скоростного режима, безопасном вождении и перевозке детей в специальных удерживающих устройствах. 2, 3. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет рост основных показателей аварийности. Уважаемые водители, выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного режима является одной из частых причин дорожно-транспортных происшествий. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих людей. Минвостокразвитие России подвело итоги конкурса лучших практик развития и цифровизации городской среды, благоустройства общественных и дворовых пространств в арктической зоне. Проекты республики признаны одними из лучших. Одними из победителей названы сквер в Верхоянске, а также Колымское подворье в Среднеколымске. Приложение Тикси Авиа тем временем признано одной из лучших практик цифровизации в сфере транспорта. И в завершении в Верхневилюйском районе в селе Кынтик в начале марта сообщество отцов построило для детей игровую зону на озере. Так, на территории игровой зоны появились каток, горка и ледяная чаша. Теперь в теплые весенние дни после учебы дети стремятся поскорее поиграть на свежем воздухе. Игровая зона настолько впечатляет, что сюда приезжают провести время даже жители близлежащих наслегов. Предлагаем посмотреть на впечатляющие кадры активного отдыха на свежем воздухе. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.